За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно ведь брошки. Но я прекрасно помню и без ленты, как бабка не выбрасывала крошки. Как много лишнего мы слышим в дни побед, но только этой патоки с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением. И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят. Бетонной героической блокады я еду в поезде, смотрю на все подряд. В окно на девочку с прекрасными глазами, а за окном солдатики лежат. И прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек — главное богатство недр, где еще с войны бойцы лежат по трое на 1 квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе бою, как будто бросят тихотя чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, 5-й минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, ща послушаешь мою. Эх, будет интересней, и начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова. Я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку, 18-й квадрат, черная воронка. Под утро все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет в штыковую с матом. И деревья все вверх дном, ввысь растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок. Глянь, так это ж сказка. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим надо всем ягода, морожка. Над землею месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей. Скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.